С 12 по 15 июня на полигоне автомобильного и мотоциклетного спорта Министерства спорта Республики Саха-Якутия проводился 5-й открытый республиканский чемпионат по трофи-рейдам «Самурай Трофи-2014». Принять участие на данном соревновании заявилось свыше 60 экипажей любителей экстремального вождения, которые выявляли лучших по прохождению 3 этапов. Первый этап – джип-спринт, синхронная гонка по пересеченной местности. Второй этап – GPS-ориентирование, преодоление трассы за отведенный лимит времени по нелинейному маршруту. И третий этап – трофи-рейд, преодоление трассы длиною от 100 до 150 километров по линейному маршруту. Это технический вид спорта, автомобильный, мотоциклетный, доступный для всех. То есть любой желающий может приехать на джипе, на эндурике, на квадроцикле. Как видите, у нас и пешие, и вело приезжают, участвуют. То есть соревнование довольно-таки уникальное и интересное. Оно происходит раз в году. Приезжает нам Магадан, Мирный, Ленск, издалека едут. Поэтому приятно, то, что соревнования нравятся нашим участникам. 17 июня в стадионе Туймада в преддверии 6-х спортивных игр народов Республики Саха-Якутия состоялась жеребьевка по 3 игровым видам спорта, включенным в программу соревнований. Бороться за звание победителей по баскетболу и волейболу будут 12 команд мужчин и столько же команд женщин, а по мини-футболу 12 сборных команд мужчин. В процессе жеребьевки все команды были разбиты на группы. Согласно регламенту жеребьевки, команды, которые заняли с 1 по 4 место в квалификационных соревнованиях, распределялись на первые строчки групп финальной части игр, а остальные по общей жеребьевке. Заранее всем представителям были отосланы письма для того, чтобы каждый представитель от ОЛУСа присутствовал на жеребьевке. И это было очень объективно. Каждый ОЛУС воочию при всех кворумах выходили, выбирали жеребьевку сами, фишки, показывали. И, соответственно, все было объективно. Никаких возражений не было. И, естественно, все эти жеребьевки по 3 видам, они были утверждены. В тот же день на стадионе Туймада состоялось открытие 17-й спартакиады учащихся общеобразовательных учреждений Республики «Олимпийские надежды Якутии», посвященным 22-м зимним Олимпийским играм Сочи-2014. Участие на данном соревновании принимало более 1400 юных спортсменов, представляющие 32 района республики. По словам организаторов, это рекордное количество участников за время проведения спартакиады. На протяжении 3 дней участники состязались по следующим дисциплинам: бокс, вольная борьба, волейбол, легкая атлетика, стрельба из лука, пулевая стрельба, северное многоборье, якутские прыжки и настольный теннис. Эта спартакиада отличается от предыдущих. В этом году в зачете спортивных игр народов Республики Саха-Якутия и как некоторые виды, как отборочные, проводится в этой спартакиаде 5 видам спорта. В последние годы нас радует, что спортивные результаты детей растет. Конечно, улучшается материально-техническая база, улучшается именно квалификация тренеров, учителей физической культуры и спорта и повышается массовость. 19 июня в Республиканском пресс-центре в преддверии чемпионата России по вольной борьбе состоялась пресс-конференция, посвященная чемпионату РСФСР 1964 года, проводившейся также в Якутске. На данном мероприятии присутствовал министр спорта Республики Саха-Якутия Михаил Гуляев, который поприветствовал и поздравил именитых борцов, творивших историю того чемпионата полвека назад. Всем приглашенным гостям были выданы благодарственные письма и памятные сувениры. В пресс-конференции сегодня рассказывали именно как проводилась чемпионат РСФСР, какие успехи достигали наши спортсмены, что дало именно этот чемпионат. И сегодня вот именно встреча заключалась, что чествовать их. В конце завершения от имени Министерства спорта мы вручили благодарственные письма, исторические книги, покрывшие Олимп, и, конечно, сувениры. Но сегодня еще будут специально
организована прогулка для ветеранов. И завтра президент, то есть время исполняющей обязанности главы Республики Саха-Якутия Егор Афанасьевич Борисов к открытию чемпионата России будет чествовать наших героев 1964 года. В тот же день в спортивном комплексе Дохсун состоялось собрание тренеров, которые принимали участие в спартакиаде учащихся общеобразовательных учреждений. Главной темой данного собрания было развитие детско-юношеского спорта и подготовка спортивного резерва. По ходу данного мероприятия было рассмотрено немало тем по финансовому состоянию, кадровым вопросам и календарном плане. В работе с детьми привлечено 1118 тренеров. Я считаю, что это очень большая команда, которую необходимо будет рассмотреть для того, чтобы в дальнейшем давать именно те возможные результаты, для того, чтобы наш спорт нашей республики развивался именно не просто не стихийно, а именно планово, и рассматривались все стороны для того, чтобы наши дети были обеспечены не только как спортивными формами, а возможностями заниматься по всем видам спорта. В рамках проведения чемпионата России по вольной борьбе в Якутске в спортивном комплексе Дохсун проводился целый цикл мастер-классов от именитых борцов. Первым мастером, который вступил на маты Дохсуна, стал Адам Сайтиев, мастер спорта России международного класса, заслуженный мастер спорта России, трехкратный чемпион России, трехкратный чемпион Европы, двухкратный чемпион мира и олимпийский чемпион. В последний раз Адам был в Якутии 12 лет назад в качестве участника соревнований. В этот же раз он прилетел как именитый гость, который нашел время для того, чтобы поделиться своим опытом с юными спортсменами. На следующий день мастер-класс давал уже другой именитый борец, олимпийский чемпион и заслуженный мастер спорта России Хаджимурат Магомедов, который также поделился с ребятами своими секретами выполнения бросков. Чтобы позаниматься под надзором мастеров и, конечно же, посетить главное событие по вольной борьбе, в Якутск приехало немало юных борцов, представляющие разные школы и районы. Сами же именитые гости остались довольными от встреч с детьми и, прощаясь с ними, пожелали усердно тренироваться и добиваться поставленных целей. Во-первых, хочется сказать, что группа, с которой я сегодня работал, несмотря на свой юный возраст, они очень показывают хорошую такую техническую подготовку. Видно, что тренера с ними очень хорошо, плодотворно работают. Буквально с полуслова многие ухватывают приемы, которые я показывал. Вообще, в Якутию я приезжал месяца 2 назад на турнир Романа Михайловича, памяти Романа Михайловича. Вот, тоже на высоком уровне был проведен турнир. И тогда тоже я как бы с ребятами прямо в зале мы делали мастер-класс. Ну, на самом деле у детей глаза горят, любят этот вид спорта. Ну, вообще, в Якутии вольная борьба – это №1 спорт. Поэтому мне очень приятно, что приезжаешь в республику, где любят этот вид спорта. Я сам с Дагестана. И у нас тоже близкие по духу нам борцы. Поэтому тоже любят борьбу, как и здесь. И еще хочется отметить, что в Якутии это одна из первых, которые программу Минобразования, через Минобразование Федерацию борьбы России включили вольную борьбу как обязательный 3-й урок физкультуры. Это в стране первый регион, который это ввели. Поэтому я думаю, этот пример подхватят другие регионы. И для популяризации, для здоровья детей, это вид спорта очень хороший, полезный. С 20 по 22 июня Якутск принимал чемпионат России по вольной борьбе. Всего на ковры Центра спортивной подготовки «Триумф» вышли бороться более 300 лучших спортсменов из 33 регионов страны. На протяжении 2 дней борцы оспаривали не только звание сильнейшего в России, но и приличный денежный приз. Лучшим в своих весовых категориях вручалось 100 тысяч рублей. Состязание шло по 9 весовым категориям. Якутские спортсмены по итогам всех схваток поднимались на пьедестал 4 раза. Автором настоящего триумфа в весовой категории 57 килограммов стал Виктор Лебедев, одолевший в финале Амака Сюрюн, представляющего Новосибирскую область. В этой же весовой категории почетное 3-е место заняли Виктор Рассадин и Арыян Тютрин. А в весовой категории 61 килограмм Егор Пономарев занял 2-е место. Вы сами видите, и особенно приезжие наши почетные гости, сами спортсмены дали высокую оценку. А мы, организаторы, хозяева, в этом не сомневались. С утра до вечера здесь следил
организовал подготовки, постоянно нас гонял Михаил Дмитриевич, наш министр спорта. А школа высшего спортивного мастерства, все то, что делали, все делали. Министерство своими усилиями все это сделали, такую красоту, такую четкую организованность и такой спортивный праздник. Я очень рад, что наши спортсмены оправдали надежды болельщиков, любителей и наш народ. У нас есть весь комплекс. Чемпион России, серебряный призер России, 2 бронзовых. Это максимально, очень хорошо. В общем, праздник удался. Я очень рад и доволен. Чемпионат России прошел очень высоком организационном уровне. Мы очень рады, что наши спортсмены, молодые спортсмены выступили очень достойно и успешно. Конечно, лидер команды Виктор Лебедев выступил, как подавает чемпиону, лидеру. Все судьи, спортсмены, все очень довольны. Говорят, что в таком высоком организационном уровне давно не проводилось. Всем понравилось наш спорткомплекс «Триумф». Говорят, именно в таком комплексе и приятно провести такие большие соревнования. Представитель команды Республики Саха-Якутия Виктор Лебедев. По завершению чемпионата России по вольной борьбе состоялся неофициальный турнир по Хапсагаю, в котором могли принять участие все борцы, выходившие в этот день на маты Центра спортивной подготовки «Триумф». Всего заявилось 78 спортсменов, которые состязались в 2 весовых категориях. В категории свыше 70 килограмм сильнейшим оказался мастер спорта России по вольной борьбе и старший тренер Республики Бурятия по бурятской борьбе Цыбик Максаров. А в категории до 70 килограмм победу одержал мастер спорта по вольной борьбе Прокопий Петров. Истегулись. Борьба Хапсагай. Таз категорию. Стрельба из лука. Тутумергирь. Масс-рестлинг. Бег на 400 метров. Лучшие из лучших будут сражаться, чтобы завоевать звание победителя игр Тыгына. 28 и 29 июня. Ис-Хатын.